Приход Аттилы дал нам некоторые косвенные зацепки относительно судьбы нашего народа. Но мы не можем на них опираться, потому что их нельзя доказать. В VII веке появляется первое прямое упоминание о кыргызах в виде рунических надписей, которые повествуют о войнах енисейских кыргызов с тюрками, о кыргызских и тюркских героях, о быте и культуре народов, населявших Центральную Азию, Сибирь и Монголию. Рунические надписи — это древний алфавит, на котором писали на огромных каменных глыбах. На этих камнях отражена Великая битва в лесу Сунга, которая была последним событием в войне енисейских кыргызов и восточных тюрков в 711 году. Краткий экскурс по тюркам. Великий тюркский каганат — это империя, основанная в 552 году Бумын-ханом. Это было очень сильное государство, куда в Талас к младшему брату Бумына Истеми съезжались послы из Ирана и Византии, дабы заручиться поддержкой каганата. Чтобы понять величие, стоит отметить, что каганат простирался от Монголии по Центральной Азии и до современного Ирака. Столицей государства был город Суяб, современный Токмок, а вторым центром была Таласская долина. В 603 году государство распалось на восточные и западные каганаты. Енисейские кыргызы впоследствии воевали с восточными тюрками, когда стали претендовать на лидерство в Центрально-Азиатском регионе. Предводителем кыргызов в те времена был Барсбек Аджо. Он был умелым дипломатом. Заручился поддержкой тюргешей. Это народ, который в 700-е годы проживал на территории Северного Кыргызстана и империи Тан, Китай. Барсбек Аджо создал коалицию против восточных тюрков. Тюрки, понимая, что они смогут воевать с тремя государствами сразу, предприняли поход против кыргызов. Каган тюрков Капаган в 709 году отправил своего лучшего генерала Култыгина во главе армии. Поход был тайным и проходил зимой. Зимой на Енисее снег выпадает по 80 сантиметров. Труднопроходимые места. Поэтому зимой кыргызы не ждали врага и всего лишь охраняли важные подходы к Енисею в горах Алтая. Восточные тюрки подкупили одного из местных, который показал ход, который не охранялся. После того, как они прошли через проход, они напали на кыргызов, застав их врасплох. Племена были отрезаны друг от друга, поэтому каждое племя воевало против тюрков малым количеством. «Мы напали на спящих кыргызов. Мы копьями прокладывали себе путь», говорится в одной из рунических надписей. Барсбек Аджо, собрав остатки сил кыргызов, принял решающее сражение в лесу Сунга в 711 году, где проиграл Култыгину. Впоследствии кыргызы до 820 года не имели сильного государства и платили дань сначала восточным тюркам, а потом и уйгурскому каганату.